На ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Компромиссное решение найдено. Будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов с 7 обучающимися. Как теперь будет преподаваться татарский язык в школах республики, узнал Дмитрий Аринин. Детей из многодетных семей Нижнекамска в школах будут кормить бесплатно. Ни одному из них не было предоставлено бесплатное питание. Что убедило чиновников найти средства в пользу детей? В репортаже Лейсан Сабировой. Вода приходит круглый год. Будет вам мост. И ни черта нету, уже 17-й год кончается. По колено в ноябрьской воде постояла Альбина Минибаева. Тору в массы. Ваш шалом, салям. В Казани открыли центр изучения главного документа иудеев. Почему события называют историческим, выяснял Рамиль Шайдулин. Эпопея с преподаванием татарского языка, кажется, нашла свое разрешение. Как сегодня сообщили, на заседании Госсовета найдено компромиссное решение, которое уже предварительно согласовано с Федеральным министерством образования. Так ждут появления новых федеральных стандартов, где государственный татарский будет обязательно изучаться 2 часа в неделю. Как пока будут преподавать татарский и что ждет учителей, узнал Дмитрий Аринин. Сегодня на продолжении 33-го заседания Госсовета в повестке дня было всего 4 вопроса. Вот они, обозначены кружочками. И главный из них о преподавании и изучении государственных языков Республики Татарстан. Как было условлено 2 недели назад, перед депутатами выступил Энгель Фаттахов. Он доложил, чем завершились переговоры с Федеральным министерством образования. Будет изучаться государственный татарский язык в объеме 2 часов с 7 обучающимися. В старшей школе, 10-11 классах, изучение татарского языка как государственного языка Республики Татарстан предлагается организовать на добровольной основе. В сложившейся ситуации мы считаем, что данный подход мог бы стать компромиссным решением. Ольга Юрьевна Васильева вчера, 7 ноября, она подтвердила готовность согласовать данное компромиссное решение. По этим договоренностям должен появиться новый федеральный стандарт, куда в качестве обязательного включат 2 часа в неделю изучения государственного татарского языка. При этом, как сегодня отметил Рустам Миниханов, ни один учитель татарского уволен не будет. Ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен. Мы отработаем, уже есть у нас дорожная карта персональная по каждой школе, значит, или переподготовка, или какие-то другие вопросы. Поэтому люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокойствие, значит, никаких противозаконных шагов с нашей стороны не будет. Мы ждем федерального стандарта нового, где государственный язык республики будет преподаваться 2 часа в неделю, и я уверен, что эту работу мы доведем. Я также с администрацией вел переговоры по этому вопросу. Понимание тоже есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту тему должны разрулить. Также ожидалось выступление Илдуса Нафикова. Он пришел на заседание, несмотря на то, что находится в отпуске. Однако он не выступил, но к нему обратился Рустам Миниханов. Хочу обратиться в адрес Ильдуса Ячвас, как прокурор республики. Много эмоций, как с той, так и с этой стороны, и татары, и русские. Вот эти национальные чувства не надо трогать. Данный вопрос, он найдет решение. И любые эти высказывания, они имеют тяжелые последствия. Поэтому, кто бы ни был, и если это не соответствует той ситуации, которая есть у нас, вы должны оперативно реагировать. Я считаю, что к системе образования республики никаких вопросов быть не должно. После этого встречу решили закончить. Я вношу предложение, поддерживая предложение профильного комитета о том, чтобы сегодня не открывать прения, поскольку этапная информация, она была нужна парламенту, мы ее получили. По отзывам депутатов, в целом они довольны найденным компромиссом. С принятием этого федерального государственного образовательного стандарта, с
включением туда обязательного изучения татарского языка, пусть даже в меньшем объеме, пусть это будет все-таки зафиксировано, и это будет хорошо, и это будет правильно, и это будет компромиссом. В общем мнении там говорится о том, что говорилось на заседании на Ассамблее народов Республики Татарстан. Татарский язык должен стать привлекательным для всех. И мы сделали, и у нас есть все возможности сделать это таковым. Он должен стать привлекательным и для родителей, и детей, и, естественно, должно измениться отношение к нему и на государственном уровне. Как ожидается, новый федеральный стандарт должен появиться на следующей неделе. До этого же школы будут работать по тем учебным планам, которые приняли на школьных собраниях после требований прокуратуры. Работа же парламента возобновится снова с 33-го заседания. Его не закрыли, а перенесли на поздний срок. Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Вопрос об изучении национального языка находится в ведении властей Татарстана. Об этом Интерфаксу сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна, при этом страна единая – это Россия. И президент Владимир Путин всегда говорил о добровольном изучении национальных языков, сказал Песков. По его словам, все необходимые поручения президентом даны. Теперь это вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов, подчеркнул пресс-секретарь президента. Вопрос изучения татарского языка, статус государственного – это не только уроки в школе. Это та платформа, на которой еще с 90-х растет самосознание татарского народа. Для него тогда стало прорывом в образовании, литературе, культуре и искусстве. Лина Зинатуллина с рубежа веков оценила масштаб и значение. Вот если возьмем 1995 год, то книги на татарском языке пришли к нам 190 штук. Если возьмем 1996 год, их стало больше. 241. С каждым годом на полсотни татарских книг больше. Это 90-е. После обретения Татарстаном суверенитета тяга к родному породила еще и волну учебников на татарском языке. Все это хранится в Госархиве. Здесь же республиканские и районные газеты. 90-е стали чертой, которая в корне изменила судьбу национальной прессы. В свое время было у нас 3 газеты всего. Они делились по возрасту, то есть детское издание, юношеское издание и, естественно, взрослое издание. С 90-х годов увеличилось количество названий татарских газет. Появились такие газеты, как «Медени Жемга», «Шахри Хуазан», «Магарифет» и другие. Вместо 3 изданий монополистов с 200-тысячными тиражами целая плеяда газет и журналов. Культурные, узкоспециализированные, детские и молодежные, государственные и частные. А с ними резко вырос интерес к журналистике. Мы принимали в это время до 15 студентов на бюджетную форму обучения. И на эти места ежегодно подавались более 150 заявлений, 150, иные годы 200 заявлений. Исәмсез эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Гөлсә Исмәгыйлова, бүгенге чыгарылышта. Подъем татарской журналистики позже стал почвой уже для развития национального телевидения. В 2002-м появился и наш телеканал, а в 2011-м ТНВ «Планета» для татар всего мира и не только татар. Телевидение «Новый век» является для нас информационным мостом, даже не мостиком, а огромным мостом, который соединяет нас, татар Венгрии, татар Европы, с нашей исторической прародиной. Я смотрю ваш канал, люблю этот канал. А 90-е были расцветом татарского радио. Прийти к языку и культуре через песни на татарском тогда стало массовым желанием. Как грибы после дождя появлялись татароязычные радиостанции. Первой в 96-м стал Курай. Совпало это время и с техническим прогрессом. Музыку стало легко заполучить. Мы могли, допустим, на тех же вокзалах, на базарах отчасти купить аудиокассету с записью татарских артистов. Тогда было без разницы, кто поет, что поет. Главное, поют на татарском языке. А вот так зажигала на танцполе татарская молодежь. Национальные дискотеки доросли до масштабов культурного центра НКЦ. Сегодня их организатор Гамиль Нур вспоминает аншлаги, популярные танцевальные движения и привычную публику. Деревенские парни подходят, рядом с ними начали появляться уже девушки из города. То есть потихоньку дискотека превратилась в такую сельско-городскую тусовку. Бывало дни, когда мы даже выходили на улицу, вынуждены бывали, потому что людей тут было невозможно вместить, на улице делали дискотеки. Бурын заман бер ир белән хатын торган, һәм бер кәҗә берлә бер сарык асраган. Сегодня татарский язык уже совсем в другой среде, но век интернета только помогает развиваться. В сети от газеты и книг до мультфильмов и игр.
Не отстают и мобильные операторы. К примеру, вот как приветствуют абонентов справочная служба одного из них. Если вы хотите прослушать информацию на русском языке, нажмите 1. Мәгълүматны татар телендә тыңлыйсыгыз килсә, 2-гә басыгыз. Бош менюга рәхим итегез. И все же, говорят эксперты, 90-е прорыв пока неповторимый, и это надо исправлять. Сейчас в Казани максимум 3-4 татарские дискотеки. Это очень мало для города-миллионника. Ставить те же проблемы перед этим поколением – это несерьезно. У них совсем другие требования. Надо прислушиваться, надо советоваться, надо устраивать диалог. Средства массовой информации для этого и существуют. А вот на журфаке переживают, что выстраивать диалог скоро будет некому. В этом году бюджетных мест для татарских журналистов 4, на следующий нет и вовсе. Без помощи властей вопрос не решить. Тот подъем, который был в 90-е годы, конечно, мы вспоминаем с такой тоской. При этом живы еще идеи Национального университета. Ведь сейчас как никогда нужен новый прорыв. Лена Зинатульна, Марат Сидгараев, Амир Залюшев, ТНВ «Казань». Сегодня в Казань прибыл главный раввин страны. В столице Берл Лазар открыл центр по изучению Торы. Это первая за пределами Москвы иудейская духовная школа Иешива и, по отзывам гостей, самая красивая в стране. Здесь верующие смогут постигать священное писание и учиться на раввинов. Почему это открытие считает историческим вопросом, задал Рамиль Шайдулин. Хаиму 16. Он самый юный прихожанин синагоги, уже свободно читает на иврите. 3-й год занимается с раввином. Я хотел бы в будущем стать раввином или преподавателем, как-то связать свою жизнь с религией и с изучением Торы. Не только изучать, но и обсуждать учение с этого дня можно в новом центре по обучению Торе. Центре, призванном воспитывать образованную молодежь. Люди, которые сюда приходят, молятся, люди, которые изучают Тору, они плохие вещи делать не будут. Вот эта молодежь, которая будет приобщена к этой культуре, она будет проповедовать только добро. Второй в России. Центр в стенах Казанской синагоги открылся после московского. Оба центра будут обучать по единой программе. Наш план также, что наши ученики из Москвы будут приезжать сюда, и преподаватели, и отсюда, может быть, в Москву. Поэтому будет точно обмен, знания. На 3-м этаже синагоги начинают обучать тех, кто уже в вере. По общей концепции спустя год отсюда будут выходить раввинами. А вот и первый урок. В учителях главный раввин России. В тонкости вникают старожилы. Чем человек более образован и культурный, а это очень важно, такая взаимосвязь, тем лучше делается дело. Тора была создана за 2000 лет до сотворения мира. Что она является такой инструкцией по всему, что было, по всему, что будет. Иудеи считают, и открытие было предрешено свыше. Главная задача – сберечь учение для потомков. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. К другим новостям. Дети из многодетных семей наконец-то смогут питаться в школе бесплатно. Теперь и в Нижнекамске. Многодетным родителям с 4 и более детьми не придется платить за школьные обеды. Но родительский комитет отмечает, это не прецедент. Что убедило нижнекамских чиновников найти средства и в каких районах дети из многодетных семей питаются бесплатно, выясняла Лейсан Сабирова. Мне приходит смс на телефон от учительницы. К сожалению, вас не поставили на бесплатное питание в этом полугодии. Для Ольги Баталиной, матери 5 детей, это сообщение сравнимо с приговором. Детей воспитывает одна, 3 ходят в школу. Дочь в коррекционной школе бесплатно кормить отказались. С такой же проблемой столкнулась и семья Герасимовых. В начале года ни одному из них не было предоставлено бесплатное питание. Вот. Жена обращалась и к директорам школ, в которых они учатся, но результатов никаких не получилось. Потом она решила обратиться в Общественный народный фронт. Многодетные родители Нижнекамска добились законного права обеспечить детей бесплатным питанием. Исполком внес изменения в действующее постановление. Раньше мы ставили многодетные семьи, только у которых был прожиточный, то есть доход был ниже прожиточного минимума. Но вот с октября месяца принято решение о том, что все многодетные семьи от 4 и более будут обеспечиваться бесплатным питанием. Добиться исполнения указа президента России о мерах по социальной поддержке многодетных семей, изданного еще в 1992 году и переизданном в 2002, удалось немногим. Документ на исполнение регионам, на местах муниципалитетам. Каждое муниципальное образование, сколько у нас их есть в республике, каждое само вправе, оказывается, было ставить фильтр, кого кормить, кого не кормить. Наихудшая ситуация была до этого момента по набережным Челнам.
Там из общего числа многодетных семей детишек, школьников, которые должны были кормить, кормили всего 4%. Нижнекамский пример не прецедент, говорят активисты. Найти деньги на питание смогли в Агрызе и Балтасях. Однако критерий многодетности в каждом районе свой. Если в Зеленодольске и Рыбной Слободе это от 4 детей, то в Нурлате от 5. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, Эльвира Софиуллина, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Осенняя вода их отрезала от большой земли. Жители деревни Качельна Арского района стали заложниками обстоятельств. Уплывший мост оставил их без связи с другой частью села. Нового ждут без малого 5 лет. Почему ждать еще столько же, разбиралась Альбина Минибаева. Родник, она полностью в воде сидит. Вот там, практически просто никто не выходит. Все ожидания жителей уже давно размыты. Осеннее половодье – явление привычное. Оно накрыло единственный проезжий мост на селе. Осторожничает даже тяжелая техника. Уже 3 месяца вот такое болото. Общее колхозное отчетно-выборном собрании каждый год нам обещают асфальт, Арская и хороший мост. И будет в бюджете денег, и будет вам мост. И ни черта нету, уже 17-й год кончается. И таким обещанием не менее 5 лет. В одной части села магазины и административные здания, в другой – дома и пастбища. Корова попала в трубу и вышла с этой стороны. Живая, говорю, вся в крови только она. Назвать это сооружение мостом просто-напросто язык не поворачивается. И вот такой вот уровень воды для ноября явно нонсенс. По словам жителей, здесь она с каждым годом только увеличивается и прибывает. Передвигаться действительно опасно. А вот здесь вот находятся 3 трубы, но они явно не помощники, уже давно забиты, по словам местных жителей, и воду не пропускают. С плотины, когда воду спускает, такой поток идет. Весь вот эта грязь в трубы втыкает. Председатель сельского поселения утверждает, с трубами все в порядке, но вытащить мост 65-го года постройки из-под воды силами сельского бюджета не может. Насыпает вот этот мост с черенкой. Опять весной смоет. В прошлом году здесь как альтернативу проложили пешеходный мост, но все равно 50 домов в деревне Казанка превращает в остров. А так мы, как отрезанные от большой земли, всю жизнь было так. Проект нового моста готов, но чтобы построить, нужны республиканское и федеральное финансирование. Неоднократно обращались по этому вопросу к министру. Он сам лично приезжал, смотрел. Проект существует, и там сумма очень большая, около 300 миллионов. Маловероятно, что деревня выплывет и в 2019 году. Слишком высокая цена вопроса. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. Со своей проблемой жители Качелина обратились в нашу редакцию. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Перед праздниками в подарок новое здание. Самый современный, по самому последнему слову, оборудованный отдел мы получаем. На новоселье у полицейских побывал Иньяз Рахман. Слава через слезы. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Как трогательное видео помогло прославиться школьнице из Нижнекамска, расскажет Алина Бережная. Нашумевший на всю страну участок полиции Дальний уходит в историю. Теперь здесь новое здание, новые истории, новая жизнь. Сегодня 9-й полицейский участок на Софиуллина открыл президент. За последние 15 лет это первый новый участок в Казани. Почему оперативникам будут завидовать коллеги, теперь знает Нияз Рахман. Полицейские на Софиуллина встречают Рустама Минниханова в полном составе. Именно по инициативе президента в 2015-м началось строительство нового здания. На него ушло 230 миллионов рублей. Как говорит Рустам Минниханов, у полицейских должна быть хорошая база. Понимаем, что наша полиция, она должна иметь хорошую материальную базу, удобную систему коммуникации с населением. И, конечно же, население, оно тоже чувствует, когда есть внимание со стороны государства правоохранительным структурам. Ключи от служебного автомобиля Ford Focus. Здесь же Рустам Минниханов вручил начальнику отдела полиции Алексею Ершову медаль за доблестный труд и ключи от нового служебного автомобиля. Ключи от рук министра Артема Хохорина получил и заместитель начальника участковых уполномоченных отдела полиции Софиуллина. Впервые за последние 15 лет в городе Казани открываем абсолютно новый
отдел полиции. Многие отделы, в том числе вот отдел полиции номер 9, тогда еще назывался дальний, стали ютиться в совсем неприспособленных помещениях. Вот этот отдел в 3 разных точках, что, естественно, не могло не сказываться на условиях несения службы, на результатах работы. Здесь расположена, товарищ президент, дежурная часть, которая создана по последним требованиям нормативных документов. Здесь же дежурная часть, оборудованная современной системой видеонаблюдения, комната разбора, тир-спортзал. 10 ноября у правоохранительных органов праздник, получился двойной подарок. Нияза Рахман, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Марат Муратов возвращается в Кремль. Указом Рустама Минниханова он сегодня назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. В этой должности он уже работал в 2012-2013 годах. До этого возглавлял агентство Татмедиа. Последние 4 года вытаскивал из глубокого кризиса наследие Вамина. Продукция начала выпускаться под новым брендом «Просто молоко». Чтобы бензин не губил автомобиль, в республике сегодня началась масштабная проверка качества топлива. Инспекторы побывали уже в 300 АЗС и отобрали пробы. Что показал анализ и куда лучше не заезжать, спросил Сергей Хайдаров. Ну, бывают случаи, конечно, в других заправочных станциях, что и бензин некачественный, потому что сказывается на машине, на ее движении. Люция Емелькова за рулем уже 6 лет. Заправлять свое авто предпочитает на одной и той же АЗС. Несколько раз заезжала в случайный и теперь точно знает, что такое плохой бензин. Запах какой-то в машине неприятный, и машина все равно уже, и какой-то звук не тот уже. Все равно нечистый бензин уже, хоть я и не такой прям профессионал, но чувствую. Избавить татарстанских автолюбителей от некачественного топлива призван месячник проверки качества. Сегодня такой тест прошла одна из казанских заправок. Пробы бензина набирают в специальные емкости. Такие пробы уже сдали почти 300 заправочных станций. Как правило, после экспертизы на дне колбы остается вот такой вот темный остаток. Это и есть те самые вещества, которые могут привести к поломке двигателя и загрязнению окружающей среды. Но только в том случае, если эти вещества превышают допустимую норму. Эксперты успели проверить только половину проб, и уже есть нарушения. Выявлено 9 видов топлива, которые не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза и национальным стандартам. Пока мы не можем озвучить, у кого они выявлены. Из-за таких нарушений 7 лет назад произошел резонансный случай. После заправки на АЗС у трассы М7 пострадали машины 600 водителей. Что покажет эта проверка? Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Вчера звезда интернета, сегодня звезда телевидения. 10-летняя Алина Шаехова из Нижнекамска впервые появится на экранах. Трогательное видео девочки накануне вызвало бурный интерес у блогосферы. За сутки видео плачущей школьницы набрало более 2 миллионов просмотров. Хотела, чтобы у тебя столько было подписчиков? Да, я этого очень хотела, но я думаю, может быть, годика через 2, через 3, но никак не вот так вот сразу. Хотела подписчиков, получила. За одну ночь 10-летняя Алина из Нижнекамска стала настолько популярна, что ее сегодня узнавали на улице. Накануне она выложила видео, в котором жаловалась, что на ее фан-встречу никто не пришел. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я везде искала по парку, никого не было. Горькие слезы взорвали интернет. Девочку успокаивали известные блогеры, а у них миллионы подписчиков. Некоторые даже пообещали прилететь к Алине. Известная волейболистка Екатерина Гамова предложила организовать совместную фан-встречу. Мы соберем твоих друзей и моих фанатов и устроим маленький праздник с конфетами, с раздачей автографов. Популярная Алина стала и в родной школе. Знаменитая девочка, она прославилась буквально за пару дней. Стремиться к чему-то. И это хорошо же. Ничего страшного, в следующий раз у нее получится все. Правда, такой популярности ни школьница, ни ее родители не мечтали. Я попросила, чтобы меня больше не обманывали в видео, она набрала такое большое количество просмотров. Дети и виртуальный мир. Что ее довело до слез? Ответ от психолога. Если бы это был реальный мир, то, наверное, пришли бы помогать и поддерживать ее близкие люди. Но здесь получается все иначе. В виртуальном мире ей ставят лайки, комментируют и таким образом вроде бы выражают поддержку большое количество чужих совершенно людей. Такие истории уже были в интернет-истории. 11-летнего москвича Степана Савельева высмеяли одноклассники за увлечение динозаврами. Степана поддержала блогосфера и Рустам Минниханов. Он пригласил его на открытие динопарка в Казань. Алина Бережная, Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Терпела домогательство отца 2 года. Родственники решились заявить о сексуальных домогательствах мужчины к дочери только после того, как она сняла все на мобильный телефон. Все подробности в программе «Вызов 112» в 22 часа. Сейчас прогноз погоды и до встречи в 21:30.
Renault Duster и Captur – то, что нужно для зимы. Выбери свою выгоду. 0% по кредиту. 75 тысяч поддержка по программе обновления. И суперцена от 559 тысяч рублей. Казань, Мамадышский тракт, 30. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Нужен новый автомобиль? Приходи, поторгуемся. Только в ноябре назначай свою цену на новый Nissan. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 единицы. В магазинах «Идеал» новая коллекция обуви из натуральной кожи от европейских производителей. Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Постройте свой дом с Арским кирпичом. Только в ноябре цены снижены. Кирпич от 8 рублей. Бесплатное хранение. Арский кирпичный завод. Готовь кирпич осенью. Телефон в Арске 333-79. Не время спать! Время скидок в Эссен! Только с 8 утра 14 до полуночи 15 ноября супер скидки до 50% на все. Подробности акции узнавайте в гипермаркете Эссен. Иномарка по цене отечественной? Да, если это Datsun. В ноябре со скидкой до 80 тысяч рублей. Звони в автоцентр Марка. 4 пятерки, 3 семерки. Катар халкының милли күрекке, жанлы музыка, тамашачы сайлаган жырлар, шын милли ес. 9 декабрь кетіп қаламыз. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль ДМ Мебель и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в республике пасмурная погода сохранится, местами пройдет снег. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, пройдет снег, дневные температуры около 0 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также пасмурно и со снегом. Столбики термометров покажут +1. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно и снежно, дневные температуры около 0. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтасе днем будет пасмурно, временами со снегом и также около 0. Жители юго-запада республики ожидает пасмурная погода. Выпадет снег, 0 градусов. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет облачно и снежно. Температура воздуха 0 градусов. В последующие дни ночные температуры станут ниже, осадки прекратятся. И еще одна полезная информация. Автоцентр «Луидор Казань», официальный дилер автомобилей марки ГАЗ, на территории Республики Татарстан предоставляет услуги по продаже и доработке автомобилей на базе собственного предприятия. Услуги автосервиса, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Автоцентр «Луидор Казань», Казань-Сибирский тракт, 59. Солидная выгода на автомобили ГАЗ. До 340 тысяч рублей только в ноябре. Автоцентр «ГАЗ Луидор Казань». Звоните 288-87-78. Предложение не является публичной офертой. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. Слов нет. Питание чудо. Шведский стол. Комфортные переходы. Но цеста и грязи делают чудеса. Бакирова.
наш санаторий. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известной далеко за пределами как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить здоровье. О погоде в Казани. Сегодня в Казани будет облачно, без осадков. Температура воздуха около нуля. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. И еще одна интересная информация. Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». Компания объявляет месяц покупателя. Только 190 хороших квартир по хорошей цене. Так, квартира в жилом комплексе «Светлая долина» с выгодой 185 тысяч рублей. Телефон 295 77 77. Только 190 квартир с хорошей скидкой. Квартира в Светлой долине с выгодой 185 тысяч рублей. Звоните 295 77 77.